В результате обильных ливней в Сухуми затопило дороги, затруднено движение на центральных улицах столицы, в районе вокзала и в других населенных пунктах. В городе работают коммунальные службы в усиленном режиме. Затоплены железнодорожные переезды, повалены деревья, вода зашла в жилые дома и дворы. Добраться с утра 9 сентября в место назначения, например, на работу или в школу, из-за непрекращающегося дождя было практически невозможно. К тому же на некоторых улицах светофоры вышли из строя. Меньше чем за сутки в столице выпало более 200 миллиметров осадков, что превышает месячную норму, отмечают метеорологи. По словам мэра столицы Тимура Агарба, администрация города активно работает над тем, чтобы стабилизировать ситуацию. В городе, утонуло немало машин, поэтому просим без крайней необходимости не выезжать в город. К ликвидации последствий стихийного бедствия мы приступим, как только нам даст возможность сделать это погода. Рабочие уже готовы приступить. Дополнительно еще стягиваем технику, в том числе с районов. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем, без крайней необходимости не выезжать в город. Жителей дома номер 6, что находится на массиве Гумиста, затопило с 9 до 6 этажа. Они рассказали мэру, что вода шла буквально водопадом не только с потолка, но и сквозь стены из панельных стыков. Попасть в свой дом или двор для местных жителей и гостей столицы задача непростая, но люди не унывают. В пункт назначения они добираются разными способами. ساعات بجي على أحب تسقن بمدوح أنا زخت نيوب أيا مديسينسكي تعب خدش جواهاي. Вот так после ливней выглядит улица Лакоба. Автовладельцам пришлось оставить свои машины прямо на улице. Такая же ситуация сложилась и в других населенных пунктах Сухумского района. Затопило села Ишера, Дзекута, Яштуха, в результате чего местные жители остались без света. Обильные ливни прошли в соседнем Сухумском Гулрыбском районе, где также подтоплены дворы и трасса. В реках после обильных дождей поднялся уровень воды. Метеорологическая служба прогнозировала грозы и ливни в первой декаде сентября. По словам метеоролога Асида Аксалба, дождь продолжится и в ночь на 10 сентября. Осадки прекратятся к четвергу. Осадки у нас прекратятся на побережье 10 ночью. И с 11 у нас будет переменная погода. В предгорных и в особенности в горных районах Абхазии 13 распогодится погода. В силу чего уже с 13 по всей территории Абхазии будет устойчивая теплая погода. Температуры дневные будут составлять порядка 25-26 градусов. Ночные температуры они будут ниже порядка на 4 градусов. Температура морской воды составляет 24,6 градуса. К сожалению, обильные осадки прогнозируют и во второй половине сентября. Ожидаются ливневые дожди и порывы ветра. Должны быть готовы к подобным вызовам от природы. Октябрь месяц также ожидается у нас дождливым. Если анализировать данные по количеству осадков за первую половину сентября и за весь месяц, то количество осадков превышает в 1,5 раза, чем в прошлом сезоне данного месяца. Это говорит о том, что будут иметь место еще и выпадение сильных осадков в виде ливней с грозами и с ветрами. Третий месяц осени, ноябрь, по прогнозам метеорологов, в этом году будет более теплым. Гугу Цавардания, Давид Хашик, Абхазское телевидение.